Игорь Каляпин – это основатель и глава комитета против пыток. Комитет был создан в Нижнем Новгороде, но пытки расследовал по всей России. Из Чечни обращения приходили десятками. И в частности, 7 лет назад у комитета были офисы в Чечне и в соседней республике в Ингушетии. Офис в Чечне был разгромлен в 2015 году, в Ингушетии в 2016. На Каляпина в самой Чечне несколько раз нападали, обливали зеленкой, в том числе избивали журналистов, которые приезжали в регион вместе с правозащитниками, зажигали машины, на которых они приезжали. И почти всегда эти нападения оставались нерасследованными. Но теперь на комитет против пыток нападают даже там, где он был создан, за тысячи километров от Чечни, в Нижнем Новгороде. Вечером 20 января чеченские силовики ворвались в нижегородскую квартиру родителей чеченского сотрудника комитета против пыток Абубакара Янгулбаева. Они заявили, что в Чечне расследуется некое дело о мошенничестве, по которому отца Янгулбаева и его мать и вызывают на допрос. Отца трогать они в итоге не решились, потому что он показал удостоверение федерального судьи, а вот мать, Зарему Мусаеву, увезли с собой. Накануне в телеграм-канале Комитета против пыток опубликовали видео с камер наружного наблюдения возле дома Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. Сейчас мы вам его покажем. На нем видно, как Зарему Мусаеву вывели на улицу силой, не дав ей даже обуться, она идет босиком. Глава Чечни обвиняет Янгулбаевых в призывах к терроризму и экстремизму и открыто говорит, что их нужно уничтожить. В Кремле, я напомню, историю с задержанием в Нижнем Новгороде чеченскими силовиками Заремы Мусаевой называли фантастической историей. Вот что в четверг говорил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фантастическая история. Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений. Уж слишком в неправдивое время мы живем. Вчера же Песков заявил, этих слов он не говорил. Хотел бы вернуться к истории с похищением супруги чеченского судьи. Думаю, теперь вы вряд ли будете говорить, что это фантастическая история, потому что есть ее подтверждение из различных источников. Что я не буду говорить, хочу обратить ваше внимание, что я никогда не употреблял таких слов. Я не говорил эту фразу. Большинство журналистов были на том же пресколе. Наверное, все подтвердят, что насчет фантастических историй я не говорил. Ну, сейчас к нашему эфиру присоединяются Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», и политик, а также полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. Кирилл, Геннадий, доброе утро. Здрасте. Добрый. Кирилл, первый вопрос я хотел задать вам. Вот как вы думаете, как в Кремле ко всему, что заявляет Кадыров, относится? Когда Песков говорил, что все происходящее в Нижнем Новгороде фантастика, он действительно не мог в это поверить? И почему сейчас он опровергает собственные слова? Не выглядит ли Кремль буквально глупо, когда вот Песков так говорит? Мне кажется, в Кремле и лично господин Песков относится к Кадырову как к неизбежному злу, для которого не существует замены. Может быть, слово «зло» здесь не совсем подходящее, но к чему-то вот такому, знаете, немножко такой колониальный способ удержать вот эту трудную территорию. Это тоже термин Пескова в составе Российской Федерации, с такой ее историей специфической. Вот есть такой человек, который делает эту работу для кремлевских жителей, это Кадыров, замену ему найти невозможно, поэтому все то, что он вытворяет, это в конечном итоге часть платы российских властей за то, чтобы территория оставалась, до некоторой, по крайней мере, степени под их контролем. И я не знаю, если честно, когда Песков говорил о том, что он сказал не только, что это фантастическая история, но еще он сказал фразу, которая всех тронула, мне кажется, о том, что ему не хотелось бы в это верить. И мне показалось, что это вообще шедевр такой пресс-службы кремлевской, когда у тебя что-то идет не так, ты просто говоришь, что тебе не хочется в это верить. Я думаю, что Песков мог быть в этом контексте вполне искренним. У него не первое столкновение с Кадыровым, ему не впервые приходится оправдываться за действия и слова этого человека. Угу. Геннадий, вот следующий свой вопрос я задам вам, даже не как политику, а как полковнику ФСБ в отставке. Что говорят и говорят ли вообще, например, ваши источники в ФСБ? Насколько российских силовиков сейчас злит то, что Кадыров может делать все, что угодно и везде, где захочет? Вот вы спрашивали, не выглядит ли глупо Кремль? Я думаю, что глупо выглядим мы все. Потому что дело не в Кадырове. Кадыров совсем недавно опубликовал статью, заметку, в которой признавался, что Чечня на 90% финансируется Россией, 300 миллиардов рублей получает дотации, субвенции, трансферов и так далее, Чеченской Республики.
Одернуть Кадырова, заставить его вести себя прилично вообще ничего не стоит. Задержите ему один трансфер, пару трансферов, и он сам приползет в Кремль, потому что у него иных денег содержать всю эту банду, извините, в погонах, нет. Поэтому вопрос-то, вот мы выглядим глупо, мы пытаемся от Кадырова сделать виноватым во всем то, что он творит Кадырова, а на самом деле Кадыров это просто вот, как вот, ну, где-то штурмовики, где-то Татон Макуты, где-то там еще кто-то, да, вот чернорубашечники или там какие-то специальные подразделения, которые созданы для расправ с народом. Кадыров исполняет задачи Кремля. Кадыров выполняет то, что он сказал, что только что сейчас выдавали в эфире, я пехотинец Путина. Вот он как пехотинец работает. Надо, чтобы он запугивал народ, надо, чтобы он там бросал обвинения Украине, обещал ее уничтожить, да? Ну вот он это делает. Попробуйте, посмотрите реакция Пескова, почему. Я типа фантастические истории, я в нее отказываюсь верить, потом я фантастически не говорил. Но он по сути-то ничего не сказал, что глава высшее должностное лицо субъекта федерации позволяет себе организовывать бандитские выходки, позволяет нагнетать, позволяет обвинять до всяких судов людей в тяжких преступлениях, вообще творит произвол, бандитский произвол по всей стране. Причем это не только Нижний Новгород. Посмотрите, кто там президент отеля живет в Москве. Там живут вооруженные формирования Кадырова, которые участвуют во всех разборках Москвы по коммерческой части, по экономической части. Да, Геннадий, Кадыров, что Кадыров? Я продолжу, это Кремль. Я продолжу Это вопрос того, о чем вы говорите. Действительно, силовики, в том числе в Нижнем Новгороде, нижегородские силовики никак не вмешивались, когда чеченские силовики пришли в квартиру правозащитника. И, в общем, как-то так легко у них на глазах фактически увезли мать Зарему Мусаеву. Вот вы можете объяснить логику действий силовиков в других российских регионах? Им четко дали понять, Конечно, что чеченских силовиков трогать нельзя? Да. Нельзя им Да, мешать? конечно. Мы им запретили. Им просто запретили действовать. А как Поэтому как все это эти вопросы работает? согласовываются Им на дают политическом указания уровне. Ну, вот как? в каждом конкретном случае, что сейчас ФСБ чеченские силовики получает поедут в Нижний указания. Новгород? ФСБ дает указания всем остальным. У нас вся силовая структура заточена на ФСБ. ФСБ определяет, какие приговоры писать, какие дела заводить, какие выносить решения, кого арестовывать, кого задерживать. Я имею в виду по политической части. Ведь мы же дело имеем сейчас с политическим делом, а не с обычным уголовным процессом, правильно? Поэтому ФСБ определяет политическую составляющую, кому что делать. Вот и они получили, соответственно, с этим точную команду, что делать. Этого не трогать, а это забирать. Мгм. И все силовики получили команду не вмешиваться. Поэтому это говорит о том, что политический вопрос решается в Кремле, а не в Чечне. Вот это ключевое отличие наших заблуждений, общепринятых заблуждений, что Кадыров самостоятельная личность. Нахрена он не самостоятельный? Да ему Путин позвонит, скажет, знаешь что, вот у тебя есть территория республики, носа не высовывай, иначе денег не получишь, дорогой. Ты же прекрасно понимаешь. Я И сейчас, всё, задам, никаких я проблем сейчас не будет. задам вам вопрос каждому из вас, но начну с Геннадия, потому что Геннадий нас попросил отпустить его до 55-й минуты часа для другого эфира. Геннадий, вы можете, есть ли, по вашему мнению, некая красная линия, перейдя которую, в общем, если Кадыров ее перейдет, может ли Путин отправить его в отставку? Если он не будет выполнять поручения Путина, или будет выполнять их плохо, его отправят в отставку. Пока он справляется с этой задачей хорошо. Он держит ему Кавказ. Я много раз слышал от людей, вхожих в Путина, когда они жаловались на Кадырова, он им это говорил, что вы там, у меня тут в сыр масле катаетесь, а меня тут Кадыров Кавказ держит. Вот это первое. И это не вовсе плата и дань. Это осознанная политика формирования бандитского такого способа расправы с политическими фигурами. Немцова кто убил? Чеченское подразделение. Кто там с Политковской разобрался? Чеченские подразделения. Кто там со Стемировой? Понятно, там тоже они. Кто организовывал там ряд терактов и криминальных действий на территории Европы? Чеченские подразделения. Кто в Сирию поехал? Они же. Они выполняют прекрасно задачи, поэтому пользуются огромной поддержкой, полномочиями. Вот если подчиненные там Кадырова что-то натворят, ну, их погладить по головке, могут немножко наказать.
А Кадыров четко выполняет поручения Кремля. Четко выполняет в пределах допустимого. Вот что думаете, так сказать, когда там замышлялся план убийства Немцова, это не было согласовано в Москве на каком-то уровне? Мне, по крайней мере, очень уважаемые люди говорили этот уровень, называли конкретные фамилии, где было согласовано убийство Немцова. Причем из Чечни говорили, в том числе. Поэтому, ну что мы говорим, не надо делать из Кадырова, как бы так сказать, он пехотинец, он опричнина, он Татон Макута, который полностью управляет федеральной властью. И власти это выгодно. Поэтому они и молчат. Поэтому Песков делает такие там заявления, типа мы ничего не знаем, знать верить не верим, фантастическая история, а потом начинает опровергать свои слова, но не в части действий кадыровских бандитов, а в части, так сказать, риторики, использовал он те слова или нет. Он в сути ничего не сказал. Геннадий, я понял. Спасибо вам большое. Мы отпускаем вас по вашей просьбе. Продолжим говорить с Кириллом Мартыновым. Кирилл, вот я задам вам тот же вопрос. Можете ли вы представить себе отставку Кадырова? И вообще, есть ли человек, который может его заменить на посту главы Чечни? Как вы думаете? Нет, человека такого нет, конечно, потому что Кадыров – это продукт двух чеченских войн. Но официальная пропаганда говорит о том, что российская говорит о том, что это вот некое замирение произошло, что Чечня теперь мирная, процветающая республика, хотя и живущая за российские дотации, как Геннадий справедливо отмечает. Вот, на практике, мне кажется, Кадыров и по своей психологии, и по своей такой специфической харизме, в кавычках, да, он абсолютный продукт войны, такой ребенок войны фактически, который, в общем, продолжает войну просто другими способами. И это такой типичный полевой командир в других условиях, такой полевой командир во дворце, я бы сказал, да, которого заменить нельзя, потому что вся конструкция иначе рухнет, и все клановые противоречия внутри Чеченской Республики, они вскроются, и будет непредсказуемый конфликт. Я, если честно, не знаю, что было бы лучше для Российской Федерации, такой конфликт открытый или продолжение кадыровской власти. По-моему, и то, и другое очень плохо. Вот. Но Кадырова заменять неким, и я думаю, в Кремле это прекрасно понимают. И, кстати, это такая конструкция, она до некоторой степени ставит под сомнение те слова, которые Геннадий формулировал, о том, что Кадыров – это такой стопроцентная марионетка. Понятно, что если ему позвонит Путин и там даст какой-то приказ, то, наверное, Кадырову придется показательно его выполнять, но при этом у Кадырова есть совершенно точно свои собственные представления о том, как устроен мир. Я уверен, что, скажем, никто не давал Кадырову распоряжение преследовать и пытать геев на территории Чеченской Республики, о чем писала несколько лет назад «Новая газета» об этих трагических событиях. Я уверен, что тот режим тоталитарный, построенный на заложничестве, который установлен в Чеченской Республике, это тоже, в общем, изобретение местное, что никакие приезжие специалисты именно такой режим в Чечне строить не указывали, ну и так далее. Да, и даже вот эта ссылка на президент-отель, где живут там какие-то формирования Кадырова, вооруженные в Москве, в смысле, да, и они участвуют в коммерческих, в силовых операциях по сопровождению коммерческих сделок, о чем тоже пресса писала. Мне кажется, это тоже показывает, что есть какие-то свои собственные, в том числе экономические интересы у окружения Кадырова. Я думаю, что мой ответ на ваш вопрос, что должен сделать Кадыров, чтобы его отправили в отставку, мне кажется, он должен перейти дорогу к какому-то очень серьезному силовому клану на территории Российской Федерации, который воспримет это как личное оскорбление и, в общем, начнет мстить. Это история про то, что на самом деле Россия практически неуправляемая страна, нету единого центра принятия решений, Путин не может всем позвонить, Путин не может давать указания всем, да и, в общем, может быть, не так уж хорошо и слушают. Да, Кирилл, спасибо вам.